Работа аэропорта изнутри похожа на жизнь небольшого отдельного государства. Целые команды берегут чистоту и обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров. Здесь все работают для того, чтобы поднять нас с земли и вернуть обратно целыми и невредимыми. С чего начинается аэропорт, все мы знаем. С зоны досмотра и ее сотрудников. Это та служба, с которой непосредственно контактируют пассажиры. Но работает на предприятии гораздо больше сотрудников. И все они в команде обеспечивают непрерывную работу аэропорта. Как работает он изнутри, известно только им самим. В нашем репортаже они расскажут о своей ответственной профессии. Первые попытки строительства аэропорта начались в Мухтуе в 1946 году. В этот год была построена площадка для приема самолетов. Постепенно она расширялась, удлинялась полоса, и к 1957 году она была готова к приему самолетов Ан-2. Воздушные судна начали базироваться в Мухтуйском аэропорту. С этого момента началось активное освоение алмазных месторождений в городе Мирный. Все начиналось отсюда, из Ленска, из будущего Ленска, из Мухтуи. То есть самолеты летали туда на месторождение, в будущий Мирный поселок, и возили туда строительные материалы, людей возили, и, в общем-то, вся стройка начиналась отсюда. Естественно, что больше стало работы для аэропорта, он начал расширяться, построили полосу в Мухтуе, вот там, где сейчас район Старого порта. И где-то с 1964 года начал, вернее, немножко раньше, но в 1964 году заканчивалось строительство новой полосы. Это уже вот на современном месте, так называемый Северный аэропорт. Большое такое тоже событие было это 1982 год, когда в Ленске образовалась, в аэропорту Ленск образовалась Ленская объединенная авиаэскадрилья. То есть сюда пришли на базирование вертолеты, увеличилось количество самолетов, то есть появились свои летчики, которые были в составе авиационной эскадрильи Ленской. В общем-то, очень много прибыло личного состава, и техники, и летчики, и другие специалисты, радиотехники. То есть жизнь закипела. Это вот как раз было самое бурное время развития 80-е годы, начало 80-х годов, когда происходила разведка месторождений, Среднеленской экспедиции, тут нефтяные и газовые месторождения, как раз те, которые сейчас уже осваиваются в полный рост, как говорится. Разведка в то время не могла проводиться без вертолетов и летных экипажей. Альтернативных способов передвижения ни у кого не было. Дороги тоже еще не были построены, поэтому нагрузка на вновь возведенный аэропорт была большая. И на протяжении многих лет она оставалась на том же уровне. Николай Валерьевич Гайворонский, инспектор авиационной безопасности, ветеран предприятия, вспоминает, как он приехал в Ленск и начал свою работу в аэропорту в должности начальника вертолетного участка. Приехал, здесь была Ленская объединенная авиаэскадрилья, в состав которой входила АТБ, авиационно-техническая база, где я начал работать начальником вертолетного участка. Также сюда входил в состав эскадрильи летный состав, диспетчерский состав, служба метео, служба ГСМ, служба спецтранспорта, аэродромная служба, служба перевозок, электрослужба и служба ТИСТа. Здесь также был в подчинении аэропорта находились самолеты Ан-2 в количестве 18 самолетов и 13 вертолетов Ми-8. Аэропорт работал круглые сутки. Вот этот аэровокзал, он был один из новых. Сегодня Николай Валерьевич – ветеран предприятия, но на заслуженный отдых не собирается. Мужчина вырос в семье авиаторов, поэтому любовь к летному делу превыше всего. У меня 3 дочери авиаторы, у меня старшая внучка в авиации, у меня зять в авиации, у меня супруга в авиации. Так что я осознанно шел в эту профессию. Ну, дай бог, что еще маленько поработать, принести пользу для авиации.
Сегодня Ленский аэропорт представляет собой сложное предприятие. По словам его руководителя Павла Черкашина, это натуральное хозяйство. Оно совмещает в себе большое количество служб, занимающихся выполнением различных функций. Среди них энергетика, медицина и многие другие. А теперь о каждой подробнее. Первое, что видит пассажир при входе в помещение аэровокзала, это, конечно же, работу службы организации перевозок, которая производит их регистрацию, занимается обработкой багажа, а также провожает вылетающих на посадку в самолет. Уважаемые пассажиры, счастливого полета, до свидания. Сотрудники всегда окажут помощь пассажирам с детьми, разместят в комнате матери и ребенка, помогут ознакомиться с информацией и расскажут об услугах, предоставляющихся в аэропорту. Ну и также обслуживание маломобильных пассажиров. В общем, все услуги, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами, у нас предоставляются в полном объеме. Для обслуживания маломобильных пассажиров и лиц из числа инвалидов у нас имеются пандусы, которые установлены и со стороны привокзальной площади, и со стороны перрона. Также имеются коляски, инвалидные коляски. Для передвижения по территории аэропорта также имеется у нас специально оборудованный медицинский автомобиль для доставки пассажиров к борту воздушного судна. И также имеется подъемное устройство для подъема пассажиров на борт воздушного судна. Вторая служба, с которой непосредственно сталкиваются пассажиры, это служба авиационной безопасности. Она производит досмотр влетающих, ручной клади, багажа и грузов. Все это делается для безопасности пассажиров, чтобы на борт воздушного судна не были пронесены запрещенные к перевозке предметы и материалы. Служба спецтранспорта – одна из основных служб, обеспечивающих работу всего аэропорта. То есть это тоже основная наша служба, которая обеспечивает работу всего аэропорта и всех других служб. То есть транспортные услуги при обслуживании воздушного судна. То есть это заправка, разгрузка, загрузка багажа, подвоз багажа, ну и другие, как бы там и подогрев тоже используется в зимнее время, и другие машины, которые у нас есть. Ответственная работа у службы электросветотехнического обеспечения полетов. Задача сотрудников – контролировать всю энергетику аэропорта. Еще одна служба, связанная с энергетикой, это служба тепло- и санитарно-технического обеспечения. Сегодня аэропорт обеспечивает теплом и водой нефтяная котельная, находящаяся на его территории. Также она выполняет те же функции в отношении рядом находящегося микрорайона вертолетка. Поэтому тепло и наличие воды в аэропорту и у проживающих рядом линчан зависит полностью от сотрудников данной службы. Ответственная работа у специалистов службы ГСМ. Основная задача ее – это обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами воздушные суда керосином, а наземную технику – бензином и дизельным топливом. Более 40 лет в этой службе работает Андрей Панасюк. Сегодня мужчина является ее руководителем. В его подчинении находится 10 человек. Все они отвечают за безопасность полетов. Работа у коллектива очень ответственная и сложная. То топливо, которое заливается в баки воздушных судов, проходит через наши руки. Мы его контролируем и только после этого даем добро на заправку воздушных судов. Сложный процесс? Да нет, не сложный, но очень ответственный, потому что мы отвечаем за жизни пассажиров нашей авиатехники. От того, какое топливо будет залито в баки воздушных судов, зависит дальнейшая судьба пассажиров всех. Не менее ответственная работа и у службы пожаро-спасательного обеспечения полетов. Основная ее задача в случае аварийных ситуаций и авиационных происшествий обеспечить спасение людей, пассажиров из воздушных судов. Еще одна из основных служб, обеспечивающих работу аэропорта, это аэродромная служба. Ее сотрудники следят за качеством взлетно-посадочной полосы. Наша служба занимается подготовкой взлетного поля к полетам. Соответственно, приводим в порядок снег, дождь, летом все эти. Стараемся, чтобы постоянно поле было пригодно для принятия самолетов. Самые первые приезжаем, осматриваем поле и даем годность.
Нагрузка на эту службу всегда большая. В зимний период постоянно приходится чистить полосу. Помимо этого нужно следить за состоянием всего летного поля. Это и рулежные дорожки, и стоянки воздушных судов. Плюс ко всему вышеперечисленному объекты радиотехнического обеспечения полетов, курсоглиссарная система и внутренние дороги аэропорта. Летом после непогоды именно эта служба принимает решение, возможен ли в определенный день полет самолетов. Полоса грунтовая, поэтому как бы зимой это понятно, это снег, понятно, выпал, упал. А вот летом, конечно, очень сложно, потому что дождь прошел, приезжаешь и думаешь, что, как. Еще погоду тоже предугадать очень сложно. То ли дождь кончится сейчас, в течение 10 минут, то ли он протянется на весь день, а самолеты летают, вылетают, как бы время. С этим, конечно, очень сложно, потому что ответственность все-таки это безопасность полетов. В первую очередь. Инженера приезжают по утрам и дают ответ службе движения, они уже там везде, что возможно ли будут сегодня летать самолеты или нет. За много лет работы сотрудники этой службы уже научились предугадывать погодные условия. Ориентируясь на прогнозы погоды, заранее кратковременно закрывают полосу и ведут ее очистку. Зимой, признается Юрий Викторович, сделать это проще. Очистили снег и полоса готова. А вот в летний период, во время ливней, уже приходится полагаться только на природу. Кроме вышеперечисленных больших служб, в аэропорту работает медицинская служба. Это здравпункт. Здесь трудятся 3 фельдшера. Они занимаются контролем состояния здоровья всех работников летного состава, диспетчеров, а также оказывают помощь пассажирам. Кроме этого, у нас, естественно, есть административно-управленческий персонал и служба административно-хозяйственного обеспечения, то есть АХО. Это люди, которые обеспечивают порядок на наших объектах, в аэровокзале производят уборку, чистку снега. Хочу сказать, что все люди у нас работают очень ответственные, стараются поддерживать марку аэропорта, держать марку аэропорта. Костяк коллектива работает давно, и много людей, которые отработали по 30, 35 и даже по 40 лет есть. Поэтому есть специалисты, есть наставники, которые могут молодых наших работников научить, передать свой опыт и, в общем-то, объяснить суть работы и, как говорится, наставить на путь истинный. Коллектив Ленского аэропорта сегодня насчитывает 150 человек. Кроме этого, к филиалу аэропорта относится авиационная площадка в поселке Витим. Численность ее коллектива – 7 человек. В тесном сотрудничестве осуществляется работа со смежными организациями аэронавигации Северо-Восточной Сибири, диспетчера и электротехники, которые обеспечивают связь и управление воздушным движением. Кроме этого, есть метеослужба, которая также завязана на обеспечение полетов. Естественно, что авиация очень сильно зависит от метеорологической обстановки, поэтому без службы метео никакие полеты просто невозможны. Возглавляет это натуральное хозяйство вот уже 11 лет Павел Черкашин. Но трудовой стаж в Ленском аэропорту у мужчины 32 года. Начинал Павел Викторович с должности инженера. Занимался обслуживанием вертолетов. Было время работал простым техником, но постепенно понемногу поднимался по карьерной лестнице выше. Сегодня под его руководством Ленский аэропорт стабильно работает. Выполняются полеты по нескольким направлениям. Это Иркутск, Якутск и Красноярск. Если говорить об объемах перевозки, то по итогам 2022 года было обслужено 1579 самолетов-вылетов. Как рассказывает директор аэропорта, это в 2 раза меньше, чем в 2016 году, когда только начиналось освоение месторождений у нас в Ленском районе. В то время наш аэропорт обогнал многие, даже те, которые считались международными. Самолетов было больше, вертолетов много летало. Ан-2 летали тогда, Ан-12 летали. Движуха была очень большая. У нас только в службе было порядка 25 человек. Работали круглосуточно, аэропорт работал в 4 смены. Работы много было. За десятки лет работы аэропорта многое изменилось, но одно остается неизменным – любовь к авиации. Это моя жизнь. Считайте, столько лет отработать на одном предприятии, тем более в одной службе. Ни разу, могу сказать, не пожалел, что выбрал именно эту специальность. Ну, мне она нравится.
9 февраля отмечался большой праздник столетия гражданской авиации. К этому событию сотрудники аэропорта подошли очень ответственно. Они разыскали всех ветеранов, которые выехали за пределы нашего района, и поздравили каждого. А сегодня поздравления принимают все действующие сотрудники Ленского аэропорта. Я хочу всех авиаторов поздравить с профессиональным праздником, со столетием нашей авиации отечественной, пожелать всем успехов в работе, пожелать новых планов, новых горизонтов, достичь новых рубежей, пожелать всем здоровья и благополучия. Вот уже на протяжении 65 лет все службы аэропорта и каждый сотрудник отдельно работают с полной отдачей, с особой любовью и ответственностью. И каждый из них знает, что от их слаженной работы зависит жизнь и безопасность десятков людей.